Тургун, как он, всем доброе утро, дорогие друзья. Мы сегодня находимся в музее Бичурина, называется музей Бичурина современность. Вот мой товарищ Азам, он нам сегодня расскажет о деятельности нашего известного земляка, этнографа, историка Якинфа Бичурина. Прошу. Хорошо. Начнем с того, что очень много в интернете, на ютубе каналов исследователь, альтернативных исследователей, который не занимается официальной историей, и которые все, что официальная история говорит, они говорят против и, мягко говоря, критикуют. Вот на примере Якинфа Бичурина. Я вот с этими людьми созванивался, ну так, общался в интернетах, в форумах и всех остальных вот таких средствах общения современных, с массовых информаций, начиная от телефона, ватсапа, вайбера и кончая сайтов их. И говорю: ребята, если вы занимаетесь альтернативной историей, вот есть у нас в Чувашии, родился такой человек, Бичурин. И они мне говорят: а сколько таких Бичуринов, Нечуринов, из-за истории было там, ну вот такого плана начинают говорить. А кто он такой, а что он такой и с чем он занимается. Так как мы находимся в музее Бичурина, Чувашии, государственное финансирование, значит человек непростой, значит человек что-то, какое-то влияние принес. Краткая информация, официальная история. Он родился в Чувашии, Тивийская губерния, сейчас находится на территории Чебоксарского района. Он занимался изучением Китая. Первый китаевед, первый востоковед официальной науки 19 века. Официальный историк. Все его труды, которые были сказаны, они все опубликованы, они находятся в библиотеках. К чему я это веду разговор? То, что у него в материалах написано столько информации, что современные нынешние политики, им эта информация очень не нравится, очень не нужна, и они могут сказать очень против. Можете зайти на YouTube канал, посвященный материалу про китайскую стену. Начиная от того, что она вам не стена, ну там есть в Ютубе, и дальше, что такое Великая Китайская стена, и много всего. И все везде приводится материал Бичурина. Вот он сзади нас, его лицо. Прежде чем о нем рассказать, давайте я приведу краткий курс, краткую историю. Начнем с самого такого, вроде незначительного факта, но который влияние имеет большое. На территории России, то, что современная Россия начинается это от Санкт-Петербурга и до Японии, календарь, официальный календарь от Рождества Христова вел Петр I. Раньше, до его введения в 1700 году, раньше до его введения этого календаря, русские, славяне и жители вот этой страны, где мы сейчас находимся, этих территорий, они привели отчет от сотворения мира в Звездном храме. Значит, те истории, все даты до 1700 года, я могу сразу сказать, это, как сейчас современные люди говорят, это фейк. Это просто лапша. И можно сказать, что не получается. Некоторые ученые ведут такую тему, что согласно радиоэлектронному анализу, это было в тех-то таких-то годах до Рождества Христова. Я могу сказать, что именно в тот момент отмечались и дальше шли. Это про дату по календарю. Теперь дальше. Общее положение на тот момент, на момент рождения Бичурина. Он родился в 1777 году, да, 29 августа, от Рождества Христова по новому календарю, который вел Петр I. В 1774 году, вот Валериан, учитель истории, что у нас произошло? Вот такой тело. В 1974 годах восстание Пугачева. Его уже казнили. В 1774 году в Москве ему больше да, это была казнь, да, то есть восстание было массовое, охватило Поволжье, Урал, вот. Ну и нашу территорию, естественно. Вот. Чуваши, как представители, скажу так, на тот момент было две страны, ограниченные рекой Волга, рекой Сура, Свияга и Уральскими горами,
и туда дальше, была такая страна, Тартария. Можете зайти на сайт Тартария.инфо, они вам там все расскажут, все популярно. Это альтернативная история, неофициальная. Пугачев, все в Ютубе есть много очень видео, очень много чего. Пугачев был один из царей, один из князей, или, скажем так, человек, имеющий влияние очень достаточно большое на свои народы. И как некоторые историки альтернативные говорят, у него было свое регулярное войско, достаточно такое сильное, что даже Екатерина II вела Суворова против войны с Пугачевым. А все говорят, он крестьянин был. Как может крестьянин вести регулярные войны? Извините, это разум. Он был казак. Доказано в истории, это казак. Военный, очень имел хорошую войну. С Верховья Дона. Ну, То есть с Голубы. могут сказать, вот это официальная Ну, история. это официальная история, да. Да. Я говорю, как альтернативная история. Не может человек, казак из Дона, быть просто так вот пришел в район Урала, реки Яйка, и такую массу народа поднять. Ну, не просто так. То есть за ним пошли староверы, яицкие казаки. То есть поверив ему, что он царь Петр Федорович. Так себя представлял. Может быть и правильно. Но он, если ставил себя царь, значит у него должны быть повадки царя. То есть вот я вот такой одежде приду и скажу, я царь, кто мне поверит? А если у него, значит, общение было какое-то, еще что-то, признаки человека, который имеет царственную кровь, она всегда видны. То есть ему просто поверили. То есть была такая, знаете, как бы среда, когда народ был недоволен положением вещей, естественно, казачество тоже было недовольно. То есть его пытались лишить. Да, он был беглый казак, да, все-таки казак, знаете, казака не обид никогда, да, то есть его примет. К тому же староверы, гонимые казаки, то есть их власть, скажем, пыталась убрать дальше в Сибирь, то есть лишить их земель богатых. Земли были богатые, да? В Сибири, в районе Перми, Урала. В районе реки Яик, да. Это, в первую очередь, конечно, и ловля рыбы, да. Это заведение лошадей, скота. И, знаете, вот как бы такое умножение, то есть они староверы, как бы люди второго сорта при той власти. То есть да, попытка к тому, что их могли лишить их владений, земель и льгот. Вот что, говорится, их покинуло на путь восстания. Понял, это по официальной версии. Я вот по своей альтернативной версии скажу, что он был один из влиятельных людей, за которым люди пошли, большое количество людей. Это был как минимум главнокомандующий, ныне Шойгу, или был чуть-чуть выше этого Шойгу, или чуть был ниже этого Шойгу. Но он имел вот такое влияние. Донской казак сразу вот так вот, не мог вот так вот все пойти. Потому что на тех землях жили свои власти, Казанская губерния, там были свои цари. Ну никак он. Вот моя версия, что никак он мог не быть. Хорошо, в 1774 году лишили жизни Пугачева путем обезглавливания. В 1777 году родился Яким Бичурин. В семье монаха. А про церковь это у меня отдельная такая история. Священника, скорее да. всего, монах, знаете, не мог. Священник, извиняюсь, священника, да. Служитель культа, становится на этом слове. Вот. Дальше. Служитель культа это особая каста людей, особая каста сословий, что туда посторонний человек никак не мог войти. Он должен родиться именно в семье вот этого человека. Культ священника. Неважно, кто он там. Он должен родиться именно в земле священника. И если священник уйдет в какую-то другую, там заниматься будет бизнесом, там купцом станет или ремесленником, это очень сильно каралось со стороны Синода. Ну, это поп Астрелика, то есть вы могли лишить сана. Это можно было выйти из такого положения. Да. Из положения священного сана. Но он назывался Астрелика. Вот. То есть как бы он уже лишенный сан и больше сан занимать не сможет. Вот. Ну, короче, духовенством это очень сильно пресекалось. Ну, вот он родился, значит, его уготовано было то, что он всю жизнь должен быть священником, священнослужителем. Значит, он должен пойти учиться на священника, духовенское звание. Соответственно, он пошел в Казани, духовную семинарию, учился там.
И потом он пошел учиться в Тобольск, кажется. Сейчас поправлю, что тут календарь у нас есть. Так. Он пошел, учился в 1785-1799 году, он учился в духовной семинарии, Казанской духовной семинарии. Окончил в 1799 году. Дальше, в 1800 году он был пострижен монахи, и в Санкт-Петербургскую был зачислен иеромонахом Санкт-Петербургской Александр Невской лавры. Получил должность преподавателя высшего красноречия в Казанской духовной академии. И в 1807 году, 7 ноября, назначен правителем Казанского Иоаннинского монастыря. В 1802 году по указу Синода назначен настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря и ректором духовной семинарии. Просто так, человек, который только что окончил учиться, 3 года, человек, который окончил учиться, и его ставят таким человеком, духовным семинаром, как я сказал, настоятелем Иркутского Вознесенского монастыря, то есть ректором духовной семинарии, самым высшим в духовной семинарии с должностным лицом. За 3 года после того, как окончил. Это получается, вот я вот закончил институт, и меня через 3 года ставят уже таким директором. Да, директором. Ну, как бы. Но вполне реальный факт. Ну, такое реальный факт. Случается в жизни. Да. Такое именно на тот момент времени случается. В 1802 году он перешел в сан архимандрита. Это еще высшая должность по церковной иерархии. Еще выше получается. Но тут уже, потому что уже должность и статус его заставил выйти вот таким. На самом деле. Дальше, после этого, он уехал в Тобольск и жил там духовником, жил дальше в Тобольске несколько лет. К чему я веду разговор? Вот я был в тех местах: Тобольск, Тюмень, Сургут, Томск. Там местные жители, ханты, разговаривают, скажу так, на чувашском языке. Он прожил там несколько лет, и человек, знающий чувашский язык, он как минимум изучил тот язык народов, которые там разговаривают. К чему я веду разговор? Он родился в Чувашии, знает чувашский язык, знал русский язык. В Казани татарский язык изучал, пока учился, он 100% как минимум изучил татарский язык. Уехал в Тобольск, изучил местный язык хантов, язык манси. И дальше его отправили, как я сказал, в Иркутск, в духовной семинарии. Ну, по должности он, по-любому ему пришлось изучить местный язык. К чему я веду разговор? На момент окончания Иркутска, пока он там служил, работал, он знал много языков, на основе которых был чувашский язык. Хоть я чуваш, я патриот чувашей, но такой радикальный два момента, которые идут. Первый, все радикальные чуваши говорят, чувашский язык — это язык мира, там дальше ба-ба-ба. И есть другой язык, которые говорят радикальные противочувашисты, которые говорят, а весь мир произошел из Чувашии. Вот. Он где-то вот так становится посередине. Он знал много языков, был полиглотом. Дальше. Теперь я расскажу чуть-чуть другую картину миру. После победы царского режима над Емельяном Пугачевым, Великая Тартария, вот эта вся территория, это вся территория Великой Тартарии. Великая Тартария потеряла влияние такое. Оно было ослаблено, когда Казанская губерния, Симбирская губерния, Царицынская губерния, это по реке Волга, потом Тобольская, Уральская, там, Пермская, не помню уже, Тобольская, Тюменское царство, потом, если дальше, Великое царство Сибирское. Вот, они, вот эти царьки, они боролись за влияние, там война там была местная, за продукты питания и еще что-то. Ну, грызлись между собой. Великая Тартария уже пошла, ну, она начала рушиться на тот момент времени. И последняя битва, вот элементарно можно сказать, мы все знаем про декабристов. В 1825 году, если почитаете историю, был организован бунт как бы по смене царя. В итоге этот бунт развалился, там кто-то что-то кому-то не поссорился, кто-то какие-то команды не принял, кто-то как-то команды поздно передал. И в итоге декабристский бунт разбомбил
И царь что сделал? Он просто их сослал в ссылку, как говорится, жены декабристов, сослал в ссылку в Тюмень, Тобольск, те на севера. Я всем всегда везде говорю, царь просто их отправил домой. Вот эти люди, которые декабристы, и жены декабристов, которые уехали вот, в Тюмень, в Тобольск, в Томск, те еще края, вот эти все края, они просто уехали к себе домой. Просто всего лишь. Можно перебить оппонент. Ведь они все из семей знатных, живших в Петербурге, Москве. Как же они выехали в Сибирь, когда они родились в местах на эти столичных? То есть они все имели высшее образование, все дворяне, все из знатных родов. Как же такое может быть, что они имеют какие-то корни в Сибири? В Сибири дворян почти не было, да? Там занимали места высшие разночинцы и крестьяне. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Но они родом оттуда. Их корни, их мать, их родители, они все предки, их предки. Как у вас все это основано, интересно? Ну, это мы сейчас не будем разговаривать про декабристов, я отдельно видео сниму. Я просто в ютубе, там все есть видео про декабристское восстание и все остальное. Я просто вот сказал, что последняя битва Великой Татарии была именно декабристское восстание. В 1825 году. В 1828 году Яким Бичурин поехал в Иркутск. С Иркутска отправили его с посольской миссией по линии духовенства, по линии религии в Пекин. Теперь краткий обзор мировой политики на тот момент. Пекин достаточно такая каша, вот этот весь Восток. Индия, Китай, Пакистан. Пакистан это та же самая Индия, разделен на две части. Искусственно англичанами. Дальше, что там? Там Корея, не Корея, вот это все. Такая большая каша. И там нужны были, ну назову так, этим словом, разведчики. Как они называются, я не знаю. Можно и по-другому, как хотите его называть. Нужны были разведчики, которые будут знать, что там творится. А верховных водителей нужно было знать политику, что там творится. Потому что Великая Татария уже развалилась. И вот быть в курсе вот этой обстановки. Вот. Англичане, там голландцы, церковники по линии Ватикана. Там были как минимум и иезуиты, это 100%. Потом ордена, которые европейские, там темплиеры, вот эти все вот эти тайные масонские, они были там, их были там разведчики, а это 100%. И вот по линии духовной нашей семинарии, Казанской вот этой церковной линии, по линии Синода Санкт-Петербургского, была отправлена духовная миссия с миссионерскими целями. Они по совместительству еще были разведчики, всего лишь навсего. Он там выполнял какую-то историю, какую-то функцию. Но, как бы вам сказать, он был тайный разведчик. Но так как миссию просто так нельзя отправить, он был один тайный разведчик, и все его окружение не знало, чем он занимался. Просто чем он занимался, никто не знал. Ему было дано задание с Петербурга выполнять какие-то функции. Но те местные жители, которые были с ним в этой духовной миссии, они, не зная тайного предназначения вот этой миссии, захотели домой просто. Поэтому они подняли бунт, чтобы уехать домой. Что им там жить? У них задание просто прийти, посидеть, охрана там, кормить, вот и все. Истинная цель Бичурина была разведка. Поэтому он писал донесения и все вот эти все остальные. 29 томов, которых он русско-китайский словарь создал. Теперь, почему именно я акцентирую на слове чуваш? В Китае вот этой каши монголы, буряты, китайцы, уйгуры, там, индусы, в Индии там вообще сколько наций, в Пакистане. Маньчжурах. Да. Маньчжуры еще. Настя маньчжуров. Да. Маньчжуры. Такая каша, такая вот это все. Миллион народов, миллион народностей, миллион языков, как я говорил. Бичурин знал чувашский язык, татарский язык, народов, которые вокруг города Тобольска, Тюмень, в Иркутске, Бурят, вот это все. Там были народы, которые разговаривали на чувашском языке. Как они называются, не знаю. Я склоняюсь к версии уйгуры. Почему Китай? Раньше все говорили Китай, Китай. А официальное название Чин. По-чувашски Чин переводится Чин.
это человек, то есть люди. Вот. Китай это народ, где много каша. Она так и называется. Люди. Чина, чин. Это по-чувашски. Вот. И он там жил, ему было там легко жить, потому что он понимал часть местных людей, часть местных языков. И поэтому он создал китайский язык. Ну какой китайский? Какой народа? Вот. Вопрос уже интересный. Он мог составить русско-китайский словарь на основе своего языка, который он знает. Это знает он чувашский язык. Дальше. Люди, которые вокруг него стояли, они сбунтовались, они хотят домой, хотят родина, для них это чужая культура. Они подняли бунт, писать начали всякие записки, анонимки. Ну и, соответственно, Синод ушел, сказал, все, миссию отзываем. А на тот момент времени, 1812 год, Наполеоновское восстание, 1825 год, Декабристское восстание, зашел на престол Николай I. Николай I же? Да, Петр Павлович. Вот, все. Ну, короче, влияние этой миссии уже было достаточно, уже не такое значительное. Деньги туда вкладывались, а ответа результата там получается мало. Плюс еще вот эти склоки местные, ну, вот этих людей, которые вместе поехали. Его отозвали сюда. Ну и здесь он начал публиковать те знания, которые у него были. Соответственно, вот эти склоки бумаги, там человек склочный, там, видать, был, ну что-то вот такие вот моменты были, и его сюда прислали, и так его сослали ссылку, наказывали, чуть ли не лишили его монашеского сана. Вот на этом все кончилось. Ту историю, которую я хотел рассказать, вот на этом я заканчиваю. Если, Валериан, у вас есть какие-то дополнения? Дополнения, да? Какая-то странная история выходит. Тартария, что бы такое могло быть? Великая. Знаете, как я не знаю, такой страны, извините. Тартария. Тартар, то есть означает, то есть это ад, загробная жизнь. А вы говорите, что это страна Сибирь, Урал, это Тартария. Недоказуемый факт. Ну, согласен. И это я говорю, это по линии альтернативной истории. Ну, может быть, это называется легенды и мифы народов мира. История это даты, события, факты, они чем-то обоснованы всегда. То есть есть почва, у вас беспочвенные утверждения. Извините меня, понятно. Все хорошо, я понял. Ну вот, это моя версия альтернативной истории. Ну да, но это все-таки не история, не наука, это мифология. Так То, что я сказал, это мифология, моя версия. Кстати, мои знания, которые я сейчас высказал, они все основаны на публичных версиях, которые в интернетах есть, по сайтах альтернативных, связанных с альтернативной историей. Все на нем. Ну вот ты сказал, что чуваши, вся Сибирь почти, чуть ли не все они говорили на чувашском языке. На языках похожи с чувашским. Похожим. Да. Ну как родственный язык, да? Да. Они могли в то время понимать друг друга. Кто знал чувашский язык? Запросто. Татарский язык, он тоже почти похож на чувашский, но там есть свои вот такие нюансы. Вот как я вот рассказывал некоторым людям, вот простое слово по-чувашски звучит как ау, переводится рука, вот рука. У татаров это слово ау как хватать и как розовый, как красный. Одно слово значение ау, в котором мы говорим, ну мы когда разговариваем и слышим, когда другой человек, другой нации разговаривает с нами, мы слышим эти слова, но не понимаем мысль. Общие фразы мы понимаем, мысль, которая сказана, а дословный перевод мы не понимаем. Вот так же, как и ау. Если, скажем так, вот ау я буду среди чувашей говорить, мы все поймем, что это рука. Если я ау буду, вот этот ау говорить среди татар, они будут говорить, а при чем тут это? Это же слово розовый. Если мы пойдем куда-нибудь, к сибирским вот этим людям, нациям, там, хантам, мантии, вот это, буду говорить слово ау, они будут хватать. Что там хватать? Если я буду иметь слово с ау, говорить как слово значение рука. Ну и в каком языке он древнее, вот эти ау, скажем? Ну, какой язык древнее, скажем, ханты-манси, там, уйгуры? Ханты-мансийский, уйгурский, вот эти языки, они основаны на протоязыке, на протоязык. У нас единый протоязык. Два протоязыка было. Первый протоязык это связано с русским, это славянский язык. И второй протоязык, который был, это тюркскоязычный язык. Все остальные языки это смесь вот этих языков, смесь полная. Извините, Афину
угорские это, языки. Это смесь. Наиболее древние считаются на территории нынешней России, финно-угорские. Это смесь русского и тюркского языка. Нет, это не смесь. Там это есть особая вещь. Ну, можно сказать, и особая вещь. Но тюркские языки, это асы, те же самые вот, норвежцы, вот эти викинги, вот эти, которые там, и те же самые слова, которые вот, те же ханты с чувашами, все совпадает. Ну вот мне довелось читать высказывание Гумилева, Николая Гумилева, что все записались в тюрки. Даже те, скажем, кто древнее, вот и чуваши, которые раньше ушли от основной массы тюрков, обособлились и дальше своим путем пошли. Даже они, он говорит, ну правда ли это, его ли слова, я не могу, что они их даже относят к тюркам. Даже, говорит, они ушли от основной массы, когда еще тюркское общество еще не было образовано. Что тоже верно, тоже верно. Потому что вот у тюрков, да, вот, ну, у любого народа, назовем так, если они вот основные ушли куда-то в сторону, они уже под себя подстраивают язык. Вот мы сейчас современные люди, сейчас свидетели того, что как тот же самый русский язык очень сильно меняется. Вот то же самое произошло, как вот Гумилев сказал. То есть вот нация отошла в другое место жительства, и они это на основе своего языка делали вот эти вещи, называли как-то по-другому. Ну а еще и брали со стороны, вот с тех народов, которые вместе жили, брали их слова тоже. Дополнить можно, да? То есть, помните, у нас язык тюркский возникает на Алтае, да? И он где-то вот 6-7 века нашей эры, да? Чувашский язык тоже возникает, опять-таки, как, знаете, как корень тоже, это алтайская языковая семья, да? Тоже на Алтае. То есть все возникает почти там. То есть поэтому языки близко родственные, да? Тюркский, естественно, и чувашский. То есть булгарский язык. Они родственные. Опять, они на одной почве возникают. Где Алтай, где Булгур. Понимаете? Расстояние. Расстояние, да. То есть народ двигался долго, двигался много, изменялись, да, меняя обычаи, языки, меняя образы жизни, меняя и, да. знаете, свой вид, да, постепенно изменялись. То есть все языки в мире постепенно видоизменяются. Да. То есть остается что-то, что есть, так сказать, корни, да, как золото. Остальное это все сверху, наносное. Главный костяк ствол, который идет ствол, как если дерево взять ствол, и дальше уже идут языки, которые это меняется под себя, то есть под свой под свое жительство, под той территории, под свою культуру, под свои вот это, как сказать, рабочие силы. На этом фразе остановимся. Где-то слова, вот как мы старшее поколение, допустим, я вот не понимаю детский язык. Ну там, потому что свои вот эти нюансы. Но хотя я понимал, когда я учился в школе, я понимал тот язык, который разговаривают дети и который разговаривает мое старшее поколение, мои родители. Вот. И вот так вот язык, он меняется, он динамичный всегда и везде. И у нас зависит много, да, то есть в языке нашем есть слова, как вы видите, и, естественно, из Китая есть монгольские слова, есть слова, знаете, из Фарси, есть слова армянские, грузинские, да, есть слова, знаете, из уже такого мертвого языка хазарского, то есть с кем сталкивались, знаете, от того, знаете, и набирались, да, есть, знаете, слова и арабские тоже, опять-таки, то есть связи с кем были, и большая часть, конечно, это из русского языка, то есть с кем долго вместе рядышком проживали. Да. Естественно, связи это решает многое, да? Дальше. Есть история в Коременайском, а есть то, что говорится сверху, как бы снова приносится, да? То есть связи решают многое. Вот не бывает чистых языков, не бывает чистых народов. Да. Все языки перемешаны, все народы тоже перемешаны. Вот, элементарно, вот я вам сказал, элементарно, как русский язык меняется, просто-напросто. В Советском Союзе с компьютером было очень, очень так, плохо. Как в России начали вводиться компьютеры, у нас сразу же появились и принтеры, раньше это называлась печатная машинка, а сейчас коротко принтер, и системный блок, там материнская плата, вот эти все, мышка, вот это все. Хотя мышка, можно сказать, это животное, которое с хвостиком. Вот так вот меняется этот язык. А тем более английский язык сейчас он давлеет над нами, и
Есть такой очень нюанс, что помните, в языке-русском все слова на букву «ф», они все заимствованные, все, то есть абсолютно все. Нет ни одного того языка, знаете, чуть такого итальянского слова на букву «ф». То есть это заимствование полное. Целая буква, да? То есть она не родная. Это как вот Задорнов. Вот он популярно делал все это, рассказывал, как происходит, но на основе славянского языка. Я же на основе тюркского языка говорю. Чувашский язык, можно сказать, близко, максимально близко похож на протоязык, на котором разговаривали наши пращуры. И почему? Доказано, то есть... И почему, вот я говорю, почему Яким Печурин, зная чувашский язык, мог жить спокойно и в Казани, и в Тобольске, и в Иркутске. Потому что там были народы, которые разговаривали. Все-таки территория Российской империи, где был, наверное, все-таки язык основной, государственный, русский, да? То есть каждый живущий на территории этой империи должен был знать, хотя бы минимум, да, русский язык, да. Наверняка знать должен был, чтобы знать посты и чтобы с кем-то общаться. Это бумаги писать официально, может все-таки по официальной линии. То есть можно было везде, зная русский язык, так скажем, да. То есть, ну, конечно, языки местнородные. Ну, зная, смотреть. Тоже можно было знать, да, но это, знаете, как бы по желанию, опять-таки. То есть хочу, изучаю, хочу, нет. А вот язык русский, да, язык официальный, от него никуда не деться. Я могу вас поправить. Человек, который знает только один язык, ему очень трудно жить в тех местах, где разговаривают на двух языках. Вот, допустим, вот русские, которые здесь в Чувашии живут, им труднее будет жить, чем я, как чуваш, знающий два языка, русский и чувашский. И дальше, зная чувашский язык, мне проще разговаривать с теми же самыми хантами, жить с ними, потому что с татарами те же самые. Потому что я понимаю их язык, я понимаю их культуру. Ну, отчасти, да. То есть не полностью, вы не можете узнать весь язык и культуру, только найти как бы слова отдельным. По отдельным словам. То есть они как бы добыть, да, как бы где-то там, все равно сказать, что я знаю все об этом мире, да? Такого не бывает. Верная поправка, да, правильно сказали. Вот так вот. Продолжение о том, если ваша вот эта речь, о которой мы сейчас рассказывали, вот это высказывание, кого-то заинтересует, кто-то хочет понять, как я хочу понять своих чувашей, свою историю, своих предков. И у меня есть WhatsApp Viber 8902 327 6218. Можете туда писать, я объединяю, ваши версии всегда готовы. Пишите, звоните, номер телефона есть, WhatsApp Viber. Готов встретиться, поговорить. Все.